2 июня откроется экономический форум в рамках программы «Стратегия 2025». Экономисты абхазские, не только абхазские экономисты, но и российские экономисты будут думать о том, как бы добиться экономического роста в Абхазии, как достичь добиться новых бюджетных доходов для Абхазии. И мы в этой связи хотели бы сегодня поговорить об этой частности, но и вообще об экономическом положении в Абхазии, о том, что можно вообще изменить, как сделать так, чтобы за достаточно короткий период, а это до 2025 года, вот эта программа расписана, действительно, чтобы эта программа заработала и общество почувствовало эти экономические преобразования. Вот сегодня мы по этому поводу поговорим. У нас в гостях люди, которые, в общем-то, и начинали этот процесс. Они являются и отцами-основателями, и толкачами, и соавторами этой программы «Стратегия 2025», известными абхазскими бизнесменами, и не только бизнесменами, но и общественными деятелями, Бесланом Агарбой и Гарри Делба. И вот мы сегодня поговорим. И сегодня еще у меня соведущий Ибрагим Чикадова. Добрый вечер. Так что вы ожидаете от этого форума? Я, наверное, сразу вот начну с этого главного вопроса. Добрый вечер всем. Гарри, ты, может? Ты ж помладше. Как скажете. Давай, начинай. На самом деле этот форум, все-таки это попытка поговорить на очень конкретные темы. Действительно, какое-то время назад была разработана при помощи, на самом деле, не при помощи, а консалтинговой компании Strategy Partners и при помощи Министерства экономики Абхазии, сотрудников и с представителями московской абхазской диаспоры программа «25 шагов» по реформированию и по запуску экономики Абхазии. И, к сожалению, пока что эта программа, она не стала такой темой дискуссии среди политиков, среди экономистов в Абхазии. Вот. Но я думаю, что это очень хорошая база, очень хорошая такая основа для экономической дискуссии, которая, мне кажется, очень нужна. И форум во многом и прежде всего будет посвящен тому, первый форум, который будет посвящен, как обеспечить экономический рост в Абхазии, так он называется. Вот он будет именно о том, какие конкретно предложения различные люди, не знаю, руководители правительства, общественных организаций, политические деятели, что предлагают конкретно. Это было практически после того, как пришел президентом Рауль Джумкович. Он собрал нас, мы все были на встрече, значит, с президентом, и он попросил участия, там в основном московские были представители московской диаспоры, которые бизнесмены в основном, и он сказал, что хотелось бы, чтобы вы как-то помогли именно определиться с направлением, с тем, что нам надо делать, как надо делать. Я понимаю, он сказал, что просто вот там какого-то такого ресурса великого у диаспоры нет, финансового, чтобы что-то менять там радикально и как-то влиять. Но вот каким-то образом интеллектуальный ресурс, связи и так далее, вот провести такую работу по определению направления, куда двигаться. То, о чем Гарри говорил, как раз действительно, и мы этим занимались, и привлекли специалистов. И я, конечно, хотел бы еще сказать, кстати, вот и когда Гарри говорил, и я повторяю, это участие московской абхазской диаспоры, очень много молодежи принимало в этом участие, абхазской молодежи в Москве, которые очень искренне и очень так вот это, как сказать, отзываются на всякие попытки привлечь и как-то поучаствовать в жизни Абхазии. Вот. И, конечно, сейчас мы уже хотели бы, чтобы эта программа, мы давно уже хотим, чтобы эта программа каким-то образом начала реализовываться. Но кроме этого, конечно, нам бы хотелось, в общем, именно вот конкретные дела, потому что действительно, как сказать, критики много было, и раньше было, и сейчас есть, поэтому хотелось бы послушать конкретные дела в области экономики, чтобы мы могли как-то продвинуться, да, и все в этом заинтересованы. Беслан, а из чего будет состоять форум? Сколько дней, какие участники?
по структуре, по форме? Что это вообще будет? Ну, мы решили в один день провести форум, потому что, во-первых, потому что это наш первый опыт, и мы очень не хотим, чтобы это была вот такая перегрузка с точки зрения, как сказать, большого количества информации, большого количества выступающих. Поэтому мы программу наметили так, чтобы она прошла в один день. Собственно, вот такой главный доклад, мы считаем главный, центральный доклад на этом форуме будет, это вот программа, которую будет презентовать Гарри Адгур Ардземба, министр экономики, Министерство экономики активное участие принимало в разработке, и я. И плюс к этому там будет присутствовать руководитель компании, собственно, разрабатывал эту программу, это консалтинговая компания, которой мы заказали эту работу, заплатили деньги. То есть все было сделано как бы по правилам. И причем мы это маленькое отступление, но мы это делали сознательно, потому что понимали, что в своем отечестве нет пророка, поэтому мы хотели именно, чтобы профессионалы делали программу, а мы просто принимали участие. Кроме этого, мы предложили выступить ряду спикеров, это общественные деятели и сотрудники правительства, в том числе это Аслан Бжания, это Ливан Мика, Адгур Ардземба я уже упоминал, это Олег Барцыц, сотрудник правительства, который в Москве находится. Давид Пиля. Давид Чичевич, это наш известный Депутат он был депутат тоже, первого парламента, да, бизнесмен золотого сейчас. бизнесмен, да. Что важно. И он очень такой харизматичный, авторитетный человек. Еще у нас было обращение, руководитель Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Муса Экзеков, председатель Федерации турецких дернеков Атанур Ахузба, Олег Барцыц, Инал Ардземба присутствовал, наши спортсмены были, Ахрик Цвейба и Денис Саргуш. Вот в таком кругу мы выразили свою такую, ну, такое было, как сказать, немножко такое выступление риторическое, что ли, отчасти, да, но тем не менее выразили обеспокоенность тем, что все-таки сейчас сложная жизнь, она все время меняется, темпы убыстряются, новые вызовы, и как-то Абхазия, чтобы не осталась на обочине. На обочине, или там не в 19 и не в 18 веке, а желательно хотя бы куда-то поближе. Да? Кстати, я забыл сказать, один из спикеров, это представитель турецкой абхазской диаспоры, мы им предложили точно такое же условие, то есть это будет 10 минут доклада, это только конкретика, никакой политики, никаких паспортов или там еще чего-то. Я достаточно внимательно ознакомился с этой работой, достаточно, как бы, мне это понравилось, и солидный труд. И вот вам не кажется, что вот это проводить преобразование только в экономике и при этом не затрагивать там область правопорядка, область системы управления и так далее, это вот все равно, что как бы воду в решете переносить? Мне кажется, что если даже те меры, которые предлагаются в программе, все осуществить, и даже больше, давайте там пофантазируем, представим, что налогов нет вообще на предприятии, ни на прибыль, ни НДС, ни НДФЛ, вообще никаких. Я думаю, что без необходимых мер, которые, кстати, выражены в этой программе, да, они просто не конкретизированы и не развиты, потому что мы прежде всего концентрировались в этой программе на экономических мерах, на это был запрос, да, на это была просьба, так сказать, да, о содействии. Вот так что, если даже вообще не будет налогов, я не думаю, что абхазская экономика взорвется от успеха. Поэтому мы совершенно мы осознаем и осознавали то, что если не будут предприняты реформы, эффективные реформы в государственном управлении и в правоохранительной системе, то это совершенно бессмысленные были бы шаги, потому что они не создают эту инвестиционную среду, благоприятную среду для развития экономики. Но я говорю, что эта программа сосредоточена на экономических мерах, они заслуживают того, чтобы их подробно изучить и подготовить. А вот эти два вопроса, другие правоохранительных органов, которые касаются и системы государственного управления, я надеюсь, у нас будут еще форумы, на которых мы будем их обязательно обсуждать. Ну, вообще, интересна эта инициатива еще тем, что она исходит, то есть это такой пример и хорошая модель
сотрудничество абхазцев, которые не обязательно живут даже в Абхазии или живут и в Турции, и в Москве, и есть люди с опытом и экономическим опытом, и практикой экономисты в конце концов. И это очень интересный опыт и очень амбициозный. И есть запрос, как вы тоже говорили, у общества на перемены. Он существует. Как вы вообще, как экономисты, можете оценить вот сегодняшний контекст, в котором, собственно, вы хотите, чтобы притворялись эти 25 шагов? Мне кажется, что это интересно, вот первая часть того, что вы говорили, опыт людей, которые живут вне Абхазии, интересный такой, новый, да? На мой взгляд, очень интересно было бы, и очень нам хочется этого, нам хочется максимально вовлечь все ресурсы диаспор разных. В Турции по таким, ну, каким-то не очень точным измерениям, но тем не менее по оценочным измерениям живет до 500 тысяч абхазов. Ну, давайте мы там в 10 раз сократим с точки зрения их активности, образованности там, и так мотивации, далее. Мотивации, да, безусловно, в 10, 20, как угодно. Но это уже значительный потенциал, который может быть использован. В России живет большое количество абхазов, которые, в том числе многие из которых добились успехов определенных. Опять это тот ресурс, который, в общем, тоже может быть использован. И ну, не очень, на мой взгляд, это рационально и вообще правильно использовалось, условно, все 25 лет после войны. Но в данном случае мы хотим быть проактивными более, и если у нас получится вот все-таки не по отдельности, а вот разные диаспоры, ну, максимально вовлечься вот, в экономические какие-то вопросы, через в том числе инвестиции, через создание предприятий, через какие-то ну, формы участия в преобразованиях, через работы какие-то там научные в том числе, то это было бы отлично, и это, наверное, бы дало какой-то такой сильный такой синергетический эффект, потому что мы могли бы привлекать людей и из России, абхазов, которые уехали, и бывших жителей Абхазии, лояльных, и имеющих паспорта, и желающих там жить, и, ну, и нашу турецкую диаспору, европейскую диаспору. Ну, вообще, говорит, если вот о вашей мотивации, какая она вот у вас личная, потому что у нас все-таки общество небольшое, и такой личностный фактор всегда есть. Ну, на мой взгляд, те люди, которые живут в России, мне, может быть, сложнее говорить от тех, кто живет в Турции, хотя можно предполагать. Но те, которые живут в России, они, на мой взгляд, абсолютно не чувствуют оторванности от Родины. Они точно так же, как говорится, и по-плохому, и по-хорошему часто приезжают в Абхазию, участвуют и в социальной жизни, которую мы все понимаем, да, о чем идет речь. Вот. Потом современные, так сказать, гаджеты, они вообще, мне кажется, позволяют чувствовать себя вообще, ну, все время на связи со своими родными людьми и так далее. Поэтому мне кажется, что у меня такое ощущение всегда, что общество, которые там, мои друзья и родные люди в Абхазии, и те, которые в Москве, они составляют единое целое. Я никакого ни барьера, ни оторванности не чувствую. Я знаю все, что происходит у меня на родине, ну, достаточно много, по крайней мере, и в политической жизни, и в социальной, и в культурной. Вот, поэтому, мне кажется, вот эта мотивированность, мотивировка есть у всех, просто люди по-разному ее проявляют. Вот, поэтому, мне кажется, мы достаточно грамотно поработали с консультантами. Консультанты, они тоже на гора не выдают результат, если те люди, которые с ними работают, не умеют, так сказать, участвовать в этом и не проходят свой путь. Вот. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, это было правильное решение привлечь консультантов, с другой стороны, активное участие, порядка, ну, минимум 10 активных, так сказать, участников и Министерства экономики. Я бы хотел вот, ну, особенно отметить это, что я был очень приятно удивлен, можно сказать, да, мы, ну, все, да, что у нас крепкое Министерство экономики, очень хороший такой, мне кажется, с лидерскими и управленческими качествами министр Ардзин Баатгур, его заместитель, ну, очень квалифицированный Батал Тарба, вот, и другие сотрудники. Это был очень хороший опыт работы, и мне кажется, нужно в этом направлении продолжать. Так называемые отраслевые совещания, то есть это по отраслям, которые были выбраны как приоритетные.
да, они собирали бизнесменов, сотрудников министерств. Они очень эффективно работали. Вот теперь наша задача, чтобы в той или иной форме эта программа, или пусть будет другая, любая другая, главное, чтобы она была у правительства и чтобы она притворялась в жизнь. Я бы хотел добавить, это вопрос был по поводу мотивации, да, как это вот случилось, что, опять же, я тоже буду говорить о московских абхазах в дополнение к тому, что сказал Гарри. Часто, это еще давно, кстати, вот, Гарик, ты помнишь, наверное, еще когда вот этот фонд я создавал, Амша, мы с тобой это обсуждали. Благотворительный фонд, да. И тогда, ну, московские абхазы часто как бывает, собираются, когда все вместе, ну, поговорили о том, о сём, а потом в основном начинают говорить об Абхазии. Каждый раз, когда мы переходили на какие-то серьезные темы, ну, кто-то продолжал, кто-то, так сказать, там, ну, в общем, оставался в каких-то легких там вариантах или подворачивался, отходил, продолжал какие-то... И вот те, кто оставались, кого это, ну, наверное, сильнее волновало на самом деле, мне показалось, что надо делать, все-таки сделать что-то, попытаться конкретное. И вот мы тогда, в том числе с Гариком, и этот благотворительный фонд, когда начиналось, все это обсуждали. И вот сейчас, когда эта программа, то есть у нас же тоже не было такого опыта, ну вот, делать эти программы. Это к вопросу о том, в том числе к вопросу о том, почему мы не начали там с госуправления, с правоохранительных органов и так далее. Потому что на самом деле эта программа, это серьезная работа в течение года, делает, ну, такая там серьезная компания, один из лидеров российского рынка консультантов в области стратегии и стратегического планирования. Развития территорий, да, как раз, да. И, ну, это такие там ценники серьезные, они такие международные ценники, поэтому, ну, какую-то такую условную скидку нам сделали, но заказывать программу целиком, никогда ее не делая, и не делая в том числе с этими консультантами, ну и это было бы очень дорого, и был риск определенный, конечно. Поэтому, в том числе поэтому мы выбрали вот такой формат, мы выбрали экономическую только часть, да, подразумевая то, что, конечно, можно, это вот возвращаясь к вопросу, а про мотивацию, мотивация простая, как сказать, вот когда детей приводят, я не знаю, в спортивную секцию, ну, кто там, у кого лучшие природные данные, вот в это, вот вы в баскетбол будете играть, вы самые высокие. И начинают их тренировать. Через какое-то время они уже не знают, какая у них мотивация. Вот их просто приняли в эту секцию. Мы попали в эту секцию, и мы в ней уже находимся, мы в ней играем, стараемся играть хорошо, как получается. Уже больше года, уже как она, в принципе, презентована, эта программа. И вы наверняка могли уже понять реакцию, там, допустим, правительства, реакцию парламента, политических различных сил, учитывая вот абхазскую специфику, где слишком цветастая такая политическая гамма, и чтобы решить какую-то проблему, нужно, наверное, все-таки, тем более такую глобальную, касающуюся таких серьезных экономических преобразований, нужно, наверное, все-таки искать какой-то общий политический консенсус, да, чтобы эта программа была принята, наверное, всеми такими действующими, более-менее, ну, хотя бы для обсуждения, политическими игроками, чтобы эта программа была понятна, в общем-то, не только политикам, но и самому обществу. Насколько вы сами считаете, что вот в этом плане как бы есть продвижение? Ответом на этот вопрос и является проведение этого форума. Я бы хотел несколько слов сказать о тех, ну, не знаю, параметрах, которые мы думали о том, когда выбирали участников, я имею в виду спикеров. Да? Есть гест-спикеры, да, это приглашенные эксперты, российские экономисты известные. Есть спикеры местные, и есть спикеры, вот, которые будут говорить о программе. И когда мы приглашали и думали о том, кого пригласить. Да, мы сначала думали, ну давайте, например, пригласим там абхазских экономистов, да, или у нас есть Центр стратегических исследований, у нас есть кафедра экономики АГУ. Вот. А потом все-таки мы пришли к выводу такому, что не экономисты определяют экономическую политику государства, страны. Да? Все-таки это определяют его политики. И поэтому мы попытались пригласить к участию весь политический спектр. Прежде всего правительство, которое имеет все, так сказать, полномочия и ресурсы для того, чтобы осуществлять экономическую политику.
и другие партии, политические движения и так далее, они будут почти все представлены. Но некоторые люди, к которым мы обратились, они предпочли избежать дискуссии. А целью этого форума все-таки является отвечать на вопросы как добиться роста экономики. Не сказать, что мы стремимся к тому, чтобы люди жили лучше в Абхазии, чтобы экономика развивалась, туризм и так далее, а отвечать на вопрос «как?». И мы, как модераторы форума, сделаем все для того, чтобы те люди, которые берут на себя и заявляют об ответственности, да, за жизнь нашего народа, чтобы они отвечали, что они конкретно предлагают, как они собираются добиваться целей в экономике. Вот там я в вашей программе посмотрел, сравнительные анализы есть на стран и регионы России, которые похожи нам по каким-то... Страны сравнения, да, регионы да, сравнения. по каким-то базовым вещам, по Географии, климатическим, по географии, ментальности населению и так далее, и так далее. Ну, понятно, что вы Абхазию хорошо знаете, а вот те приглашенные специалисты, которые программу писали, они как вот потенциал Абхазии рассматривают, ну, уже вот так вот абстрагированно вот от наших, может, эмоций, там, нашей любви к родине? Говоря о потенциале, такой, на мой взгляд, благодарный вопрос, потому что и советники, и консультанты наши, они в каком-то смысле нам самим открывали глаза. Ну, самое первое, что они сказали: послушайте, у вас есть колоссальный ресурс, который нет у половины тех территорий, о которых мы говорим, а это были российские территории Северного Кавказа. У вас есть ресурс законотворчества. Вы можете издавать свои собственные законы и создавать свои собственные условия для инвесторов, для предпринимателей местных, менять налоги, повышать, понижать, создавать офшорные зоны, все что угодно, на что фантазия, богата. Это помимо, естественно, вот того самого, ну, исторического, что ли, географического нашего потенциала, это то, что связано с морем, с горами, с природой, с нашей историей, с геополитическим туризмом. положением. Геополитическим положением шикарное. То есть у нас 250 тысяч человек и территория 7 тысяч километров, но мы можем говорить, что у нас 140 миллионов, у нас рынок 140 миллионов, это вот вся Россия. Мы можем продавать свою продукцию, если мы успешны, что некоторые предприятия и делают во всей России. В этом смысле потенциал очень высокий. Кроме того, вот, возвращаясь опять же вот к потенциалу, и ну, вот мы говорили, сравнивали даже с Францией, с Ниццей, помнишь, вот эти технопарки, когда... София Антиполис. София Антиполис, да, Гарри знает хорошо одного из руководителей этого предприятия, который создавал его. И на самом деле, с точки зрения того, что просто люди, вот, создающие технопарки, создающие интеллектуальные такие оазисы, они как раз в первую очередь их интересует качество жизни, их интересует климат, природа, море, горы и так далее. Все остальное, вот орудия производства, у них какие? У них вот компьютеры, их орудия производства. Да, прежде всего я хотел бы сказать буквально там несколько слов о том, как была построена работа, чтобы мы понимали, что это консультанты не то, что они сидели в Москве, посмотрели на карту Абхазии, посмотрели видеофильм и начали, так сказать, программу писать. Они провели много времени, их сотрудники провели много времени в Абхазии. Они работали с Министерством экономики, которое собирало данные из различных источников. Они проводили вместе с нами вот эти отраслевые совещания, то есть это собирались вот совещания там, по рыбе, по сельскому хозяйству, по плодоводству и по туризму. То есть они собрали... Интервьюировали они интервьюировали министров, чиновников, вице-премьеров, директоров предприятий. И на основании этого они сделали вывод, так называемый вывод о качестве жизни, да, исследование качества жизни. Да, это вот, ну, именно качество жизни. Да-да, делали опросы общественного мнения. То есть это была большая работа аналитическая. Сначала мы им сказали: слушайте, ну не надо убиваться по этому поводу, мы и так все знаем, да, мы вам все расскажем. Они сказали: нет, давайте-ка мы сами посмотрим, сами выстроим те, как называется, KPI, ну, да, ключевые параметры эффективности, посмотрим, от чего мы стартуем. Да? Это первое. Поэтому, то есть, была проделана большая достаточно аналитическая работа. Дальше логика такая. Если ты в такой ситуации, как находится Абхазия, когда денег нет, капитала в Абхазии, можно сказать, ну, очень мало. Да? То, что нам оказывают в рамках помощи, ну, вы знаете, хватает на социальные нужды,
ну, на какие-то инфраструктурные проекты. То есть это, ну, это не план Маршалла. Поэтому, предваряя некие вопросы наших коллег о том, что а как же, а где же деньги на реформирование, на реализацию этих 25 шагов, я могу сказать, что эта программа, она предусматривает, когда у тебя нет денег, что ты должен сделать. Первое. Ты должен создать среду, которая была бы благоприятна для развития, для действия экономических субъектов. Дальше мы говорим, а что нам развивать в Абхазии? Ну вот какие отрасли? Может быть, горнорудную, или добывать нефть, я не знаю, или солнечную энергию, или биотехнологии. Реалистично это, там есть приведены 8 основных приоритетных отраслей, 3 из которых были рассмотрены нами достаточно подробно. Это производство фруктов и овощей, это рыба и аквакультуры, и это туризм. Три было просто рассмотрено, ну, в общем, подробно, да? А остальные 8 надо правительству рассматривать. Есть отрасли поддерживающие, такие как торговля, строительство и, конечно, банковская система. Ну, я бы добавил и страховую, безусловно, потому что если инвестиции в Абхазии пойдут и будут заинтересованные люди, они, конечно, захотят и страховать свои риски. Сейчас на нулевом уровне. Ну, да, я говорю о том, что нужно. У нас и банковская система не бог весь какая. И кредитование практически отсутствует. Там масса Совершенно верно. проблем. Дальше есть комплекс так называемых инфраструктурных. Представьте, что мы же планируем там увеличение ВВП в 2 раза. Это значит, что экономическая активность вырастет. Это значит, что у нас возможны проблемы с обеспечением электроэнергии и транспортом. У нас есть одна дорога, она одна, мы знаем, как мы переходим границу и так далее, что очень много было сделано за последние годы, но это не дорога для активного, так сказать, да, активного обмена товарами. Дорога жизни, не дорога развития. И это указано как один из важнейших, важнейшей цели. Мы должны обустроить вот этот переход транзитный, так сказать, да, ну уж не говоря там, может быть, там об аэропорте и так далее. Вот я сказал 2 вещи. И теперь еще следующий элемент этой программы. Как это реализовывать? И здесь есть концепция вот так называемой корпорации развития, которая вызывала и вызывает много вопросов. Я хочу предварить и сказать, что корпорация развития — это не какое-то юрлицо, госкорпорация, как, ну, не знаю, по примеру, так сказать, ну, российских больших государственных корпораций. Это подразделение правительства, по сути дела, которое решает межотраслевые проблемы, которое ищет целевых инвесторов, которое обеспечивает комфортное инвестирование и понимание, во что они инвестируют. Это проактивная позиция в поисках инвестиций и в работе экономических кластеров. Ну, еще важная роль все-таки корпорации развития в том, что она должна, собственно, как бы это, администрировать все эти изменения. То есть она должна следить за тем, как все эти изменения, мы говорим про 25 шагов, там самые разные должны быть шаги осуществлены, меры предприняты. И вот кто-то должен это делать, да? Это делать должны разные совершенно структуры, там может быть одно министерство, второе, третье, но кто-то должен быть управляющим всем этим процессом. Межминистерство. Да, межминистерство. Ну, в этом смысле, конечно, ее значимость становится высокой очень, да? С точки зрения, то есть она становится, может быть, номинально не такой, ну, как сказать, позиция этой корпорации не такой высокой, как министерство или как еще чья-то, но в каком-то смысле, конечно, ее значимость очень высокая, потому что она начинает управлять вот этим А как межминистерством. институционально это все будет выглядеть? Институционально это будет выглядеть так. Называется корпорация развития при кабинете министров или при администрации президента. Как хочешь, это можно назвать. Есть директор корпорации, и он выполняет, собственно, он реализует ту программу, которая вот будет принята и под которой будет написана дорожная карта. Секундочку. Это означает, что там 1 сентября такого-то, там 2018 года написано, что должно быть предпринято. Министерство внутренних дел должно предпринять такие-то меры, приняты должны быть парламентом такие-то законы или рассмотрены и так далее. Все это записано в плане, он администрирует это, он пытается через исполнителей напомнить. То есть, условно говоря,
Соблюдать правила игры. Президент, премьер-министр, те, кто должны быть явными такими заинтересованными бенефициарами этой программы, они должны этому человеку говорить каждое утро, что сделано там по этой программе, как она работает. Потому что все остальные министерства и комитеты, которые у нас работают, и это не только, кстати, вообще там специфика Абхазии, это специфика любой страны. И более того, даже скажу, это в бизнесе так. Вот в компании, вот, которая работает, там есть определенные бизнес-процессы регулярные, которые выполняются каждый день. Когда ты хочешь что-то изменить, тебе нужны изменения, очень тяжело этих людей вовлечь в эти изменения, потому что у него есть текущие его обязанности. А ему говорят, а вот ты подумай, а вот надо там... Он не хочет этого делать, потому что у него свои KPI, у него свои там бонусы и так далее. Поэтому всегда даже в бизнесе создаются из отдельных людей именно вот, как сказать, вот эти вот команды, которые должны вот, как сказать, толкать вот это развитие, стратегическое развитие этой бизнес-единицы или этой территории. Насколько эта программа может вообще как бы заинтересовать любую власть не только как бы программу, которая выведет на новый уровень развития абхазскую экономику, но и, может быть, поспособствует, как бы, может быть, упрочению авторитета самой власти перед своими гражданами. На мой взгляд, очевидно, что налоговая система должна не состоять из 23 налогов, большая часть из которых не собирается. Инвестиционное законодательство должно быть благоприятным, физическая безопасность должна быть обеспечена, и государственное управление должно быть очень адекватным размером нашей страны, экономики. Не бывает небольших, для меня нормальная ассоциация с бизнесом. Не бывает небольших компаний с огромным управленческим аппаратом. Все-таки это должна быть адекватно. Да? Вот. Я просто не хочу забегать вперед, обсуждая вопросы госуправления, да, какие там размеров, сколько министерств, кто нужен, кто не нужен. Я не хочу в это уходить. Еще раз как бы себе говоря и говоря всем своим, так сказать, собеседникам о том, что сами экономические меры заслуживают того, чтобы над ними подумали. Вот. И поэтому я думаю, что нужно стремиться реализовывать современные подходы. Да? Мне кажется, даже вот наша вот эта программа в 25 шагах, мне кажется, она даже не говорит о каком-то, может быть, прорыве. Она прежде всего о базовых условиях государственной работы, о базовой, обеспечении физической безопасности людей, нормальное законодательство налоговое. Ведь это не биотехнологии, да, не солнечная энергия, не полеты на Марс. Да. Это то, что мы должны сделать для того, чтобы наша страна жила, развивалась, для того, чтобы люди не чувствовали себя униженными, потому что, мне кажется, что такие доходы средние, которые выявлены в результате исследования, они говорят именно об этом. И самое главное, люди даже не говорят о безопасности своей жизни, они хотят работать. Все обследования, телефонные, разговоры с руководителями предприятий, с чиновниками, они все говорят о том, что люди хотят иметь рабочие места, они хотят быть частью трудовых коллективов. Это самая базовая потребность. Поэтому, если ничего не делать, этого ничего не будет. И, соответственно, никаких изменений к лучшему, наверное, не произойдет. Наоборот, мы все-таки обращаемся, к интеллектуальной, политической, общественной, какой угодно элите Абхазии, к тем людям, которые хотят и могут взять на себя ответственность, но мы хотим узнать, что у них на уме по самым основным вопросам. Основными вопросами, наверное, повторюсь, считаю экономические вопросы, проблемы государственного управления, правоохранительных органов. Какие у них предложения, что они собираются делать, как они собираются улучшать ситуацию. Только рассуждая на эти темы, только отвечая на эти вопросы, наверное, можно прийти к объединению, по крайней мере, значительного количества доброжелательных, хороших, ответственных людей вокруг этого. Но если бы не было понимания того, что и надежды на то, что мы все-таки это можем общими усилиями, я думаю, общими усилиями, просто надо
мне кажется, вот не чураться ничьей помощью, да, и вот не считать, как мы уже говорили, что там обязательно только вот одни абхазы или там... Мы все вместе, я думаю, с помощью консультантов, с помощью наших друзей. У нас очень много доброжелателей и друзей, которые готовы помогать и бескорыстно, и там за какие-то относительно небольшие деньги. Просто нужно вот как-то предложить... Саккумулировать это. Нам надо всем, в первую очередь руководству и общественности, конечно, ну вот, как сказать, настроиться. Это тоже надстройка, да, это тоже надстройка, потому что это тоже идеология, но нам надо ею проникнуться. И я думаю, что тогда, когда мы ею проникнемся, и тогда, когда мы все-таки научимся, наверное, ну, чаще говорить правду, да, мы понимаем все, что я имею в виду, потому что мы действительно немножко фарисействуем, мы можем быть очень искренними, очень откровенными, но иногда, может быть, не совсем правильно понимая наши же адаты какие-то, наши же традиции, мы почему-то считаем, что о каких-то вещах вот говорить неловко, неудобно. Или трактуем по-своему. Или трактуем по-своему, да. Поэтому, мне кажется, нам надо вот в том, что касается общих вещей страны, нации, народа, Честными, надо быть профессиональными. честными, профессиональными и видеть только проект. Вот почему мы говорим там вот, я в своем интервью тоже говорил об Ираклии Хинба, Беслане Барателя, что, на мой взгляд, это люди, для которых вот в первую очередь есть проект. Вот у одного проект театр, у другого проект Нацбанк. Я уверен, что Тенго Тарба, это Горная Абхазия, люди, для которых есть проект, и таких очень много в Абхазии, да, действительно. И они профессиональные, они мотивированные и патриотичные, как угодно. И это важно, вот важно, когда для него нет вот таких вещей, как интриги, как какие-то там, я не знаю, Он выше этого, по крайней Он выше, для него есть проект, для него главная цель реализовать его успешно. И он его реализует. Вот в этом как бы ключ к успеху, мне кажется. В этой связи я хотел бы, чтобы наша, ну, не знаю, дискуссия, форум, они проходили в корректной форме. И да, мы, кстати, как модераторы будем это обеспечивать. Мы это обеспечим, но это было бы очень правильно думать о конечном итоге, о том, чтобы общее благо победило, и чтобы мы все-таки выработали вот эти вот подходы и выходы из ситуации, но не старались использовать это в сиюминутных политических целях, потому что общая цель и вот это, ну, не знаю, продвижение там, к успеху в экономике и в других областях жизни, оно все-таки значит больше, чем отдельные политические карьеры. Вот, поэтому я призываю к корректности, к уважению друг к другу, потому что действительно, еще раз повторяю, мы пригласили людей, которые придерживаются различных политических взглядов, но все они заслуживают быть услышанными, как и руководители правительства, безусловно. Нам остается только вам пожелать, и нам, вернее, не вам, а нам всем успеха и в этой конференции, и в тех благих целях, которые вы преследуете, и вот тот круг людей, который расширяться должен и будет расширяться после этой конференции. Как бы, может быть, преамбула той конференции, которая пройдет и 2 июня, и дальше наверняка, надеюсь, будет. Спасибо большое. До свидания.